Накануне на улице Сыктывкара вышли наряды полиции. Правоохранители останавливают людей и предупреждают о недопустимости прогулок в период самоизоляции. Следуют ли правилам безопасности жители столицы Коми, узнал Василий Канев. Вот так выглядит улица Сыктывкара в эти дни. Еще несколько дней назад здесь ходили тысячи и тысячи горожан. Сейчас на улицу выходят лишь единицы. Тем более погода сегодня, как видите, в Сыктывкаре не очень благоприятная. Большинство сыктывкарцев осведомлены о мерах безопасности и одобряют их. И режим самоизоляции нарушают лишь в исключительных случаях. Из квартиры выходят за продуктами в магазин, либо в аптеку. По улицам сыктывкарцы в основном ходят поодиночке, редко попадаются бары. Работающим горожанам выдают специальные пропуска. Большинство идущих по улице людей в масках. Некоторые правилами безопасности пренебрегают. А есть у вас маска? Да. А что без маски? Чё без... А что не одеваете? Не знаю. А чего? Не боитесь? Нет. На работу и куда идете? В поликлинику иду. А? В поликлинику. В поликлинику? Да. По какой причине сегодня вышли из квартиры? Я вот на работу иду. На работу? Жена тоже. Супруга тоже, да? Вы сегодня работаете? Не, я на удаленке, просто мне надо кое-какие материалы забрать. Не получается так удаленно забрать. Надо именно сходить там на минут 15. Если нет такой острой необходимости, лучше оставаться дома. Если все-таки вам там нужно в магазин сходить, там в аптеку, одевать всегда с собой, конечно, маску. После каждого похода там, в магазин руки мыть тщательно с мылом. Пользоваться антисептиками, если есть. Кстати, да, мы в аптеку заходили, что-то нет антисептика. Указом главы Коми в городах и районах республики закрыты пункты общепита, увеселительные заведения, торгово-развлекательные центры, прекращена работа салонов красоты, косметических, массажных и спа-салонов, соляриев и бань. Соблюдение запрета контролируют сотрудники полиции. С начала мероприятий по контролю за исполнением указа главы сотрудниками полиции проверено более 1300 таких учреждений. В ходе проверок в 12 муниципальных образованиях региона выявлено 79 нарушений. Все факты зарегистрированы, сотрудники проводят разъяснительные беседы, напоминают об ответственности, собирая первоначальный материал, который направляется в территориальные подразделения Роспотребнадзора. Кроме того, сотрудники МВД проверяют соблюдение режима самоизоляции гражданами, прибывшими из-за границы. Проверка проводится в течение 14 дней с момента приезда. Уже третий день центральные улицы городов и районов республики патрулируют машины ДПС. Просим вас не покидать дома без крайней необходимости. Находясь на улицах, магазинах и в других общественных местах, соблюдайте дистанцию. К сожалению, многие игнорируют правила безопасности. Зачастую можно увидеть такую картину. Дети гуляют без надзора родителей. Стоит добавить, что накануне в России приняты поправки законодательства, которые вводят штрафы за нарушение правил поведения во время режима повышенной готовности. До 30 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч для юридических лиц. За те же нарушения с причинением вреда здоровью человека предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.